Коллеги, добрый вечер. Надеюсь, что слышно. Вот некоторые пишут, участники, что слышно. Господа, большое спасибо, что вы имеете возможность сегодня присутствовать на нашем мероприятии. Сегодня мы проводим специальный вебинар совместно с инициативной группой против законопроекта в части изучения нерусских языков в школах. И сегодня один из членов инициативной группы, заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи Айрат Файзрахманов, сделает специальный такой обзорный доклад о всей самой актуальной ситуации вокруг этого законопроекта. Он расскажет, каковы его основные положения, почему он вызвал серьезную критику практически во всех национальных республиках и национальных регионах Российской Федерации. Вот. Также он озвучит предложение инициативной группы по редактуре этого законопроекта, предложение по тому, какие пункты должны появиться взамен тех, которые озвучены. И также Айрат озвучит последнюю информацию, которая буквально вчера появилась, о том, что Министерство просвещения разработало проект нового единого учебного плана с крайне драматичным набором часов на изучение родного языка, родной литературы. Ну что ж, давайте тогда, вот Айрат на месте, передам слово ему. Пожалуйста, у вас есть час для того, чтобы вы задавали свои вопросы. Мероприятие записывается, и по завершении и по обработке записи этого мероприятия мы обязательно выложим ее в сеть. Айрат, пожалуйста. Да, спасибо большое. Друзья, здравствуйте, салям, халикистер. Ну, как известно, 10 апреля Государственная Дума инициировала законопроект, в рамках которого так называемые родные языки, почему я говорю так называемый, у нас раньше был предмет татарский язык, как он назывался, а сейчас он называется родной язык. Родные языки становились предметом, который оказывался в вариативной части учебных планов. Это означало, мы по-своему истолковывали это как факультативный статус родных языков, потому что фактически на получение знаний по родному языку отводилось очень малое время, ну, буквально 1, а где-то 2 часа. 10 апреля вносится такой законопроект, я быстренько пробегусь, да, по предыстории, так скажем, всего этого дела. Далее у нас формируется инициативная группа в составе вот, представителя Татарстана, Удмуртии, Артем, представителя Дагестана, Якутии, и затем у нас вот формируется, так, не слышно, да, буду стараться громче говорить. Формируется письмо, петиция, в рамках которого мы выражаем свое несогласие с данным законопроектом. Выражаем свое несогласие с данным законопроектом. Петиция сейчас собрала порядка 50 тысяч голосов. Ну, правда, там снизили до 42 тысяч и сказали, что у вас как накрутка, хотя мы этими делами не занимались. Так вот, что касается законопроекта, который был в первой версии. Еще раз повторюсь, там есть формулировка, вот вы можете зайти сами посмотреть, найти этот законопроект. Вот страничка нашей группы я сейчас вам скину, в котором выкладывается актуальная информация относительно изменений по этому законопроекту. Так, к сожалению, я не могу заставить. Друзья, зайдите, пожалуйста, ВКонтакте. У нас есть ВКонтакте есть у нас группа «Нет закона против родных языков». Одноименная у нас инициативная группа. Там же есть ссылка на законопроект, на страничку законопроекта на сайте Государственной Думы. Так вот, в рамках первой редакции у нас получалось, что родные языки попадали в вариативную часть учебных планов. В рамках вариативной части учебных планов
у нас получалось, что родной язык боролся, так скажем, боролся за право быть преподаваемым с другими предметами. То бишь, там, ритмика, да, вот слышали, такие предметы у нас в школе могли быть. Экономика там по старших классах, основа предпринимательства, робототехника и так далее. То есть 2 часа, которые есть в вариативной части учебных планов, отводилось на вот эти предметы, которые сами родители захотят. И родной язык оказывался среди них. Дополнительные часы математики могут быть, дополнительные часы русского языка и так далее. Получалось, в эти 2 часа впихивали, извиняюсь за жаргонное слово, впихивали родной язык и другие предметы. А в то же время у нас появлялось и понятие государственный язык республик Российской Федерации. В эти 2 часа у нас оказывался не только родной язык, но и государственный язык республики. В рамках этого законопроекта то, что нам предлагали законодатели. Далее, когда началось вот это движение, когда республики начали выражать свое активное мнение против всего этого, у нас Государственный совет выступил против этого, ряд других законодательных собраний республик частично не согласились с этим законопроектом. Общественность поднялась 21 мая, был круглый стол в Большой Москве, организовался Демократический конгресс народов России. Разные ученые, представители разных народов высказывали свое несогласие с этим законопроектом. В конечном счете, я считаю, что во многом сыграло мнение общественности. В конечном счете, Государственная Дума в конце мая посчитала, что нужно законопроект нужно отложить на осеннее рассмотрение. Далее переиграли ситуацию и поставили рассмотрение законопроекта на 19 июня. Когда уже было 19 июня рассмотрение, многие, возможно, видели прямую трансляцию, новости, конечно же, читали. Родные языки у нас из необязательной части оказывались по требованию общественности, по требованию республик, оказывались в обязательной части учебных планов. Это означало, что у нас родной язык теперь не будет бороться с другими предметами. Это обещание именно депутатов. То есть депутаты приняли в первом чтении в той редакции, которая есть, однако при этом было постановление Государственной Думы о том, что нужно изменить этот законопроект и родные языки включить в обязательную часть учебных планов. Далее. Друзья, меня слышно? Друзья, меня слышно? Напишите, пожалуйста. Да. Итак, 19 июня депутаты вот в результате выступления общественности, я считаю, в результате нашего с вами активного выражения мнений, в результате выражения мнений депутатов национальных республик, разных других перипетий, переговоров администрации с президентом, самую катастрофичную формулировку из законопроекта сейчас решено убрать. Это сейчас отображено в рамках отдельного постановления Государственной Думы. То есть по регламенту Государственная Дума приняла законопроект первого чтения, это приняла старую редакцию, но при этом было принято постановление, где сказано о необходимости изменить данный законопроект. Что мы сейчас видим в рамках складывающейся редакции законопроекта? Итак, родные языки у нас оказываются в обязательной части учебных планов. Это хорошо. При этом есть возможность выбора, нам так позиционируют, есть возможность выбора родного языка, и в состав родных языков включен русский язык. Соответственно, ребенок
вместе с родителями выбирает такой предмет, он будет изучать в рамках учебной дисциплины родной язык. Выбирает или удмуртский, или татарский, или русский язык. Вот во всем этом есть большая опасность. Мы считаем, наши инициативные группы считают, что из выбираемых родных языков представители, в том числе не русских национальностей, могут выбрать русский язык. Потому что им нужно сдавать ЕГЭ, ОГЭ, и в целом знание родного языка ни на что не влияет. Так, по крайней мере, такие мнения, по крайней мере, слышны от родителей. То есть есть вот такие опасения. Более того, у нас русский язык преподавался от 4 до 6 часов в разное время. От 4 до 6 часов в разное время, соответственно, у нас в рамках федерального государственного образовательного стандарта ребенок осваивал русский язык в этом количестве. И получался, он проходил стандарт уже, который сегодня есть. И сейчас добавление родного языка получается, ну вот мы сверх имеющийся государственный стандарт добавляем русский язык русский язык, добавляем возможность изучать. И, соответственно, многие могут выбрать свой родной язык. И в то же время представители русского народа, проживающие в республиках, национальных республиках, входящих в состав Российской Федерации, они тоже массово, скорее всего, выберут русский язык, потому что это действительно родной язык. И, то есть предмет под названием родной язык, они выбирают русский язык, и тогда гораздо меньшее количество людей будут изучать татарский в Татарстане, чувашский в Чувашии, удмуртский в Удмуртии. Вот. Более того, буквально на днях, вчера появилась информация о том, что Федеральное министерство образования формирует свой учебный план, в котором формирует единый учебный план, в котором родному языку отдается всего лишь 1 час обучения. Он остается в обязательной части, но он остается как 1 час учебной дисциплины. И 1 час родной литературы. То есть сокращается у нас объем преподаваемого родного языка. Соответственно, меньше уроков, меньше знания своего родного языка. Вчера же уже поднялся шум в СМИ, национальная общественность резко выступила против. И, судя по последним новостям в средствах массовой информации, федеральное министерство несколько уже так открещивается от этого документа, от этого желания сделать родной язык как 1 час учебной дисциплины, 1 час родной литературы. То есть вот те благие пожелания, которые высказаны в законопроекте, сохранение, развитие родных языков, на деле оказываются фикцией, если у нас Министерство образования делает 1 час родной язык, и оказывается фикцией, если у нас если у нас родной язык все-таки включается в состав изучаемых родных языков, включается и русский язык. Далее возникает вопрос, а где же такой предмет учебной дисциплины государственный язык? У нас есть сейчас вот татарский язык, оказывается в 2 ипостасях. Как родной язык предмет, как государственный язык. Такой предмет. То есть это вот запутанная ситуация, намеренно запутанная ситуация, которая сформировалась после осенних проверок прокуроров,
после вот наезда федерального центра, сейчас вот у нас татарский язык преподавался вот в таких двух ипостасях. То есть в дневниках вы не увидите предмета, в журналах вы не увидите предмет под названием татарский язык, вы увидите предмет под названием родной язык. И не все школы, далеко не все школы внедрили себя предмет государственный. И сейчас в имеющейся редакции законопроекта о государственном языке статус предмета государственный язык не определен. То есть он у нас непонятно где оказывается. В обязательной части учебных планов, то есть вариативно правильно называется, или в вариативной части, ну, вы уже знаете, что в рамках вариативной части предмет будет бороться, конкурировать с другими важными тоже в рамках учебного процесса предметами. Соответственно, у нас еще и государственный язык, по вот мнению депутатов Государственной Думы, состав государственных языков, изучаемых, включается и общефедеральный русский язык. Ну и по конституциям у нас, вы знаете, по конституциям республики, русский язык также является одним из государственных языков республики. Вот, основываясь на этом, нам предлагается в качестве государственного языка, если такой предмет у нас будет, изучать еще и тоже русский язык. Соответственно, живя в Татарстане, можно не изучать татарский язык, можно не изучать татарский язык и получать знания русского языка в рамках 8 часов. 6 часов как общефедерального русского языка, 2 часов родного языка, и еще можно, да, получается даже здесь, плюс 2 часа государственного языка. Может такая ситуация сложиться. Может сложиться такая ситуация. Тем более, что детям нужно сдавать ЕГЭ. И далеко не все родители выберут для своего ребенка в качестве родного языка там, язык республики, в качестве государственного языка тоже не факт, что выберут язык республики. Так, связь пропадает, вы говорите. Сейчас хорошо ли слышно? Я попробую сделать громче. Хорошо. Друзья, я не вижу ваши вопросы. Я могу немножко так, может быть, путанно говорить для вас. Пожалуйста, задавайте вопросы, и я с радостью на них отвечу. Потому что, на самом деле, во всех этих переписях, во всех этих документах сложно разобраться. Мы специалисты. Нам вот во многом помогают, объясняют ситуацию сотрудники Института развития образования, в Осетии есть грамотные специалисты, ученые, которые нам разъясняют эту ситуацию. Ну и пришлось, конечно же, последние года погрузиться в эту ситуацию с учебным планом. Я еще вам очень важную вещь скажу. Вот вся вот эта борьба, которая шла за родной язык в рамках учебных планов, вот, оказывается, что на самом деле лишь в нескольких вариантах учебного плана есть такая учебная дисциплина, как родной язык. То есть школа сами выбирает учебный план. У нас есть 5 учебных планов. Первый план, примерная учебная программа, то есть это называется примерный учебный план в рамках федерального государственного стандарта. Есть второй, третий, четвертый и пятый. Так вот, дисциплина родной язык полноценно в рамках 2 часов преподавалась именно в рамках 4-го плана и преподавалась еще и в рамках 5-го учебного плана. 5-й учебный план – это национальная школа. Это татарская школа в Татарстане, где процесс обучения по уставу идет на татарском языке. В Якутии есть у нас якутские школы, да. В Удмуртии, насколько понимаю, таких школ уже нет.
или в республике Коми, или Карелия, да, там, в других республиках таких школ, по моей информации, нет. Да, вот вы пишете, у вас в Мурманской области нет преподавания никакого, только факультатив. Да, соответственно, там, где родной язык, где факультатив, это не 4-й план, и тем более не 5-й учебный план, это вот может быть 3-й учебный план, это может быть 2-й учебный план. И факультатив это вот как раз в той вот вариативной части, здесь возможность выбрать предмет. То есть вы как родители можете попросить преподавать в школе предмет родной язык, ну, в рамках 1 часа вариативной части учебных программ. В Удмуртии нет ни одной школы с преподаванием на удмуртском языке в начальных классах. Да, сейчас, то есть для нас все без изменений, сейчас я объясню. То есть, соответственно, вот та борьба, которая происходила, она шла вокруг предмета родной язык в 4-м и 5-м учебном плане. Еще есть у нас 3-й учебный план, где в начальной школе родной язык присутствует предмет, а уже в средних классах такого предмета в обязательной части учебных программ нет. Можно как факультатив его изучать. Соответственно, вы, кстати, можете поинтересоваться, какой учебный план в вашей школе сейчас. Я сейчас скажу о тех предложениях, которые есть у нас в рамках инициативной группы. Мы как раз требуем, чтобы во всех учебных планах был предмет родной язык. По сути дела, Минобр, федеральный Минобр, создавая единый учебный план, включила родной язык. Но родной язык, как уже повторюсь, в количестве 1 часа. Соответственно, те, кто получал знания по родному языку в рамках 4-го учебного плана, 5-й учебный план, в 5-м учебном плане больше родного языка представляют. Они вот получалось, что они бы получали родной язык в таком количестве, в 1 часе. Означает ли принятие нового учебного плана отказ от 5 старых? Вот та информация, которая сейчас есть в средствах массовой информации относительно единого такого учебного плана, да, означает, что отказывается от 5 старых, и у нас преподается родной язык везде в рамках 1 часа, плюс родная литература. Естественно, у нас большинство могут выбирать русский язык как родной язык и в качестве родной литературы. Вот. Что касается вот сейчас по количеству часов тоже немножко попытаюсь объяснить. Самый лучший, конечно же, учебный план старый, это был вот 5-й. Школа может это нет. Далее вот 4-й план. Он действует далеко не во всех республиках. У нас в Республике Татарстан многие школы, большинство школ приняло 4-й учебный план. Если будет принят новый учебный план, Воронежская область тоже будет изучать родной язык. Да, скорее всего, будет именно так. Но в Воронежской области будут выбирать в качестве родного языка русский. Вот еще одна важная вещь. В старой редакции законопроекта, существующей новой редакции законопроекта, опять же, то, что есть и в рамках постановления, да, есть такая формулировка в пределах возможностей системы образования. Что это означает? То есть родной язык, вот, например, удмуртский язык захотят изучать в Воронежской области. Вам ответят, то есть один человек в классе захочет изучать удмуртский язык.
вам ответят, что такой возможности преподавать для одного человека язык нет. Ну и даже то есть есть состав языковой группы 8 человек. Если у нас 8 человек набирается в классе, соответственно, вам могут поискать учителя удмуртского языка, допустим, в Татарстане. 8 человек в классе хотят изучать удмуртский язык в качестве родного. И вам найдут учителя удмуртского языка в Татарстане. Но, например, в другом регионе это может происходить, могут вам отказать, сказать, что у нас нет учителей удмуртского языка. В Татарстане могут отказать, в другом регионе могут отказать. То есть в пределах возможностей нет у нас возможности, нет у нас учителя удмуртского языка. То есть нет у нас учебников удмуртского языка в Воронежской области. Осуществители школ преподают только на родном языке с 1 класса до 11 класса в Татарстане, например. В Татарстане существуют такие школы, но с 1 по 9 класс. С 10 по 11 класс на родном языке в соответствии с федеральным законодательством преподавать уже нельзя. Сейчас законодательство такое. Вот, кстати, мы тоже требуем, чтобы на родном языке можно было обучаться до 11 класса. При этом в Казани у нас только одна фактически преподающая на татарском языке татарская гимназия. То есть пока вот в сельских районах есть у нас татарские гимназии. В Казани есть 20 татарских гимназий, но у них 5-й учебный план, но они не преподают, не ведут учебный процесс на татарском языке. Это, по сути дела, фикция. Вот. Читали о том, что в так называемых, читаю ваш вопрос, читали о том, что в так называемых русских регионах не видит смысла в предмете родной язык, так как это русский язык, но никак на уроках русского языка. Ну, по сути дела, я уже говорил о том, что русский язык и так осваивается в рамках 6 часов. То есть любой ученик в школах Российской Федерации получает достаточные знания в рамках стандарта установленного. Весь стандарт прописан. И добавляя плюс еще 1 час русского как родного, но получаются какие-то дополнительные знания. Кто-то может увидеть смысл в этом, кто-то может не видеть смысл. Вот. Но по мере приближения к ЕГЭ, естественно, и к основному государственному экзамену родители считают это хорошей возможностью, да, получить дополнительный класс русского языка. Ну и учителя тоже могут в рамках учебного процесса готовить детей к экзамену. Право неподкрепленным механизмом реализации обычно остается без декларации. Именно так. Так вот, в пределах возможностей, то есть я надеюсь, вы, друзья, поняли, что вам могут отказать, даже если в классе наберется достаточное количество детей, которые хотят изучить свой родной язык. То есть нет учителя, нет учебника, могут так сказать. Поэтому мы также не согласны с формулировкой в пределах возможностей. Должна быть формулировка гарантированного права изучения родного языка. Что значит гарантированно? Действительно, сможет ли государство найти на одного ребенка, вот как у нас говорит с усмешкой председатель комитета по образованию Государственной Думы Вячеслав Никонов, он говорит о том, что вот, мол, где-то будут изучать, по-моему, даже в Мурманской области коряк, вот где мы для одного коряка найдем учителя корякского языка. Да, учителя корякского языка, наверное, найти очень и очень сложно для одного ребенка. Для этого, и это очень затратно. Для этого возможно использование онлайн-систем. На федеральном уровне должны создаваться онлайн-системы обучения. Если у нас в классе набирается 3, 4, 5 детей, которые хотят изучать корякский язык, ненецкий язык или татарский язык, допустим, в Самарской области, да, или язык, да, марийский, луговой, да, у нас в Кировской области, да. Если там 2-3 человека, то
обеспечьте нам возможность изучать язык в рамках онлайн-системы, если у вас нет учителя марийского языка, или у нас группа не набирается. Вот 8 человек, это тоже, кстати, цифра большая, и мы считаем, что нужно опускать вот эту планку для языковой группы. Если будет в классе 5 учеников, желающих изучить родной язык, то будьте добры, найдите нам учителя. Обеспечьте финансово эту возможность обучать 5 детей родному языку, их родному языку. Да, вот в сельских школах в классе бывает меньше 10 человек. Так, я читаю ваши вопросы, потому что они очень важные, я считаю, и раскрывать тему лучше, чем я вот сейчас буду вам рассказывать. Почему внимание переключается с использования официальных языков в публичной сфере сейчас заведомо не до представлено на изучение радиоизучения и на отвлечение внимания от главного? Да, мы еще раз повторяюсь, боремся не только за преподавание родного языка. Вот нам законодатель уже сделал давно так, что у нас есть там удмуртский язык, в Удмуртии будет преподаваться в рамках дисциплины родной язык и в рамках, может преподаваться в рамках дисциплины родной язык и в рамках дисциплины государственного языка республики. Да, вот так законодатель разделил. Хорошо, мы соглашаемся с этими правилами игры, но поставьте, пожалуйста, родной язык в обязательной части. Государственный язык республики тоже в обязательной части. Вот за что мы боремся. Ну и, конечно же, я продолжаю оставаться сторонником образования на родных языках. Но это очень сложный, да, вопрос, это отдельная тема, и мы с вами на предыдущем вебинаре в феврале месяце об этом говорили, что нужно возвращать национальные школы. Но это процесс очень и очень сложный. В Северной Осетии сейчас смогли создать билингвальные школы, 10 школ и 32 садика. Если на билингвальная система обучения, это для нас очень хороший пример. И, наверное, для Тимиргорской республики это хороший пример. Потому что у нас вот в Казахстане есть национальная школа, где процесс полностью идет на учебный процесс на родном языке, а есть вот все билингвальные на русском и на удмуртском, например, могут. В Осетии это идет на русском и на. Итак, зачитайте предложение инициативной группы законопроекта. Я сейчас это зачитаю и объясню, в чем суть. Итак, первое. Требование закрепить преподавание учебной дисциплины государственный язык Республики Российской Федерации в вариативной части учебных планов в ГОС, федеральный государственный стандарт. Считать нецелесообразным включение в перечень изучаемых государственных языков республик русского языка, ввиду его изучения как общефедерального государственного языка России в объеме, необходимом для освоения установленного федерального государственного образовательного стандарта, а также наличие возможности изучения русского языка как родного языка. То есть дополнительно, то есть мы просим, чтобы был не только родной язык в учебных планах в обязательной части, но и был государственный язык республики. И русский язык из состава, мы просим исключить из состава изучаемых государственных языков республик Российской Федерации, потому что и так уже русский язык осваивается в большом объеме. Мотивация такая. Второй пункт. Включить учебную дисциплину родной язык. Прошу прощения. Внести федеральные государственные образовательные стандарты в качестве ключевых образовательных компетенций. Внести федеральные государственные образовательные стандарты в качестве ключевых образовательных компетенций в области родного языка, государственной итоговой аттестации 9 и 11 классов. То есть, чтобы у нас был экзамен по родным языкам, чтобы в итоговых аттестатах у нас отображалась дисциплина родной язык. Далее.
Ну, эти у нас эти предложения есть в группе ВКонтакте «Нет закона против родных языков». Если у вас есть вопросы к пунктам, я постараюсь ответить. Далее, третий пункт. Граждане, то есть изложить одну из статей закона об образовании следующим образом. Мы требуем, граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, начального, общего, основного общего, то есть до 9 класса, среднего общего образования, то есть до 11 класса, на родном языке из числа языка народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка числа языков народов Российской Федерации в порядке, установленном законодательством об образовании. То есть мы требуем, то есть вот эта формулировка подводит к требованию, чтобы родной язык изучался не только до 9 класса, а сейчас так законодательство, но и в 10 и в 11 классе. И чтобы у нас обучение на школы, например, на татарском языке могли функционировать не только до 9 класса, но и до 11. До окончания школы мы полностью обучаемся на татарском языке. При этом, конечно, изучаем русский язык в достаточном объеме для освоения федеральных государственных стандартов. То есть это требование, вот, чтобы в 10-11 классах тоже был предмет родной язык и была возможность обучения на родных языках. Так, ну, здесь пункты не столь существенные, 4-й пункт опущу. Далее, мы просим исключить в законе формулировку в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, так как система образования должна обеспечивать, гарантировать образовательные потребности всех народов Российской Федерации. Требуем снизить количество нормативов для формирования языковой группы в рамках изучения предмета родной язык с 8 до 5 человек. Это то, что я сейчас вам говорил. В случае наличия в классе от 1 до 5 учащихся, от 1 до 4 учащихся, желающих изучить один родной язык из числа языков народов Российской Федерации, требуем обеспечить реализацию права на изучение родного языка путем использования специализированной образовательной онлайн-платформы. Далее, в 6-м пункте мы, не буду всю формулировку читать, мы требуем, чтобы всероссийская проверочная работа могла проходить на родных языках, на языке обучения. То есть у нас начался сейчас, если человек учится на своем родном языке, он всероссийскую проверочную работу по окончании начального класса дает на русском языке. То есть законодательно сейчас ограничена возможность итоговой аттестации начальных классов на родном языке. Мы требуем, чтобы ВПР можно было издавать на родном языке. Дальше, 7-й пункт. Мы требуем, наряду с федеральной концепцией преподавания родных языков, а законопроект сейчас апеллирует, существующая редакция законопроекта апеллирует концепцию преподавания родных языков, что она будет создаваться, и что федеральный центр возьмет на себя дело формирования учебников, будет фонд родного языка. Это все, конечно, звучит это звучит очень хорошо. Будет ли за этим реальные шаги? Очень большой вопрос. Так вот, наряду с федеральной концепцией преподавания родных языков мы требуем разработать концепцию развития общеобразовательных учреждений с родным языком обучения и концепцию полилингвального и поликультурного образования. Дальше. Мы требуем, чтобы в рамках деятельности Фонда развития родных языков, который есть в законопроекте, в качестве приоритетной задачи было определено развитие общеобразовательных школ с родным языком обучения. Мы требуем создать общероссийскую систему разработки, рецензирования и издания учебно-методических пособий на языках народов Российской Федерации. Потому что сейчас учебники на татарском языке, учебники там на осетинском языке, они проходят очень сложный процесс лицензирования. И чтобы один учебник залицензировать, 2 года должно пройти. Сейчас идет процесс перелицензирования. Это огромные деньги на это тратят. Федеральный центр нет специалистов, которые эти учебники могут дать полное заключение. Процесс этот затягивается. Мы действительно требуем создать общероссийскую систему, которая бы ускоряла этот процесс. Просим также мы организовать социальный федеральный мониторинг
и службу по созданию условий для изучения родного языка и обучения на родном языке. Мы также требуем внести федеральные государственные образовательные стандарты вузов и вузов подготовки специалистов для преподавания родных языков. Мы требуем создать специализированно-образовательную онлайн-платформу для изучения родных языков, учащимся, для которых не сформирована соответствующая языковая группа в образовательной организации. Это означает, что для детей, которые хотят изучать, например, свой родной язык, их не более 4. Свой родной язык, например, чувашский язык хотят в Татарстане изучать, а у них только всего 4 человека в классе собираются. Далее. Мы, 9-й пункт требований, которые мы озвучиваем постоянно. Федеральный центр, наверное, это, скорее всего, не пойдет, но мы это требование все равно выставляем. Нужно вернуться к базисным учебным планам, которые осуществляют до федеральных, базисным учебным плану, в котором есть не только федеральный государственный стандарт, но и национальный региональный компонент, и школьный компонент. До 2008 года существовал базисный учебный план, часть из которого формировали сами республики. Коми, Республика Удмуртия, они сами формировали часть учебного плана. Сюда закладывался изучение родного языка, родной литературы, истории своего родного края и так далее. Вот все проблемы как раз начались с этого в 2008 году. Разгром национального образования началось вот с этих законодательных ограничений в виде ликвидации базисного учебного плана. Итак, дальше я достиг вопросов. Текущих политических условиях, да, конечно, политические условия сложные. Нам по центральному телевидению все время говорят о том, что заставляют учить неразные языки, что насильственно обучают, что только добровольно. Это вот все как бы такое часть информационной войны против родных языков, к которым подключилось центральное телевидение. Они повторяют те тезисы, которые приводят к исчезновению родных языков по факту. Друзья, вот то, что я хотел рассказать о законопроекте, о существующей редакции, о том, что произошло сейчас в Министерстве образования, и заключение я резюме подведу, и в заключение еще бы хотел сказать, что нам делать, да, вопрос возникает, что нам делать. Первое, писать множество писем в адрес депутатов Государственной Думы. Каких депутатов Государственной Думы? Это комитет по образованию Государственной Думы, который является инициатором законопроекта. Это комитет по делам национальности, тоже который является инициатором этого законопроекта. Писать о своем, может быть, несогласии существующее с первой редакцией законопроекта и выставлять свои требования, которые могут быть похожи на те требования, которые есть в инициативной группе. Эти требования, они содержатся у нас в группе ВКонтакте, вы можете их скопировать, вставлять свои письма. Самое главное, всех время, конечно, не хватает, да, писать эти письма. Приходится ночью, вечером писать. Самое главное, надо написать письмо Вячеславу Николаевну, председателю комитета по образованию, и председатель по делам комитета по делам национальности Гельмудину. Это первый шаг. Второй шаг, естественно, написать свои региональные парламенты, написать свое Министерство образования, федеральном Министерство образования, о том, что количество часов родных языков, преподаваемых родных языков, должно быть не менее 2 часов, что государственный язык также должен преподаваться в обязательном порядке. Вы можете это формулировать
достаточно просто. Можете вот с нашего сайта, буквально завтра мы выгрузим образцы писем, брать эти образцы писем и сказать свои фамилии. Вот. Следите за последними новостями, которые есть в группе «Нет закона против родных языков». И подключайтесь к общей такой петиционной и письменной кампании. Поможет ли это? Ну, вот судя по тому, какой был шум и как много писем было отправлено в адрес, я думаю, все-таки частично нас услышали. Родной язык включили в обязательную часть учебных планов. Но при этом вот сделали такую бюрократическую заморозку, русский язык как родной язык и, соответственно, возможность выбора родного языка не русский, не русский народ. А государственный язык обязательно часть тоже не включить. Читаю ваш вопрос, еще один важный личный для меня вопрос. Вот все эти обсуждения ведутся ли в одинаковой мере касательно разных республик. Пусть это Татарстан, Тыва, Чечня, Коми или Мордовия. Именно так. То есть речь идет о едином подходе для республик. Ощущение, что для Татарстана Чечни могут пойти на большие уступки, а для остальных, мягко говоря, послать вверх. Но, то есть, может быть, стандарт он один, что для Чечни, для Удмуртии, что для Татарстана. Но весь вопрос в том, что если у нас остается федеральные учебные планы 1, 2, 3, 4, 5, да, весь вопрос в том, чтобы в ваших школах выбирали именно 4-й учебный план. Но это же установка Министерства образования, это же установка ваших районных отделов образования, чтобы не допускали в школах принятия этих 4-х, 3-х или 4-х или 5-х учебных планов. То есть нужно здесь уже с региональными министерствами работать, говорить о своих проблемах, писать, встречаться, требовать, СМИ высказывать это все. И родителей подбивать на то, чтобы принимался 4-й учебный план. Если у нас останется единый учебный план того, что хочет Министерство образования, и будет 2 часа, например, Министерство образования у нас, то это тоже неплохой вариант. Неплохой вариант. Еще бы, конечно, там было бы хорошо. Да, именно вот то, что вы сейчас пишете, вы сейчас достаточно много решаете на уровне школ, какой учебный план выбирает и по какой программе обучает родному языку. По тому подходу, который существует сейчас на законодательном уровне, то есть нужно выбирать 4-й учебный план. У нас вот эти комитеты русскоязычных родителей наоборот требовали, в некоторых школах они смогли это сделать, требовали отказаться от 4-го учебного плана и принять там 1-й, 2-й или 3-й учебный план. Почему, например, в Удмуртии обучают носители по программе для неносителей? Ну, это ваши условия, трудно тут надо разбираться. Вообще, вот, что касается, например, татарский язык, он преподается как родной язык, который знает для носителя, как родной язык, которым не владеет, и 3-й уровень это татарский язык преподавался для детей, для которых он не является родным. Вопрос по ижорскому языку. Пожалуйста, так. Речь идет о таких языках, как ветский и ижорский. Да, вот, кстати, у нас круглый стол, который был 21 мая в Москве, мы также требуем обратить внимание на языки коренных народов России, которые не являются государственным языком республик, требуем их защиты, требуем, чтобы в образовательный процесс эти языки были включены полноценно. Я не знаю, преподаются ли эти языки в каких-то школах, вот, чтобы обращали внимание на вот языки, которые у нас умирают. И если, то есть здесь вопрос создания учебной программы по ижорскому или ветскому языку. Должны быть кадры,
Нужно требовать сейчас от федерального центра, может быть, от своих региональных властей, чтобы формировались методические материалы, чтобы готовить учителя по этим предметам, и было гарантировано право на получение знаний по родному языковому или ветскому языку. Ну, например, в Удмуртии обучают на физике, как я отвечал. Каждый выбирает тот учебный план, который желает, демократия. Но демократия такая, Министерство образования регионально дает свои установки школам, и они в итоге сами выбирают там учебный план, в котором нет родного языка. Может быть и такой быть. Но преподаются пока факультативы. Это хорошо. То есть уже, значит, есть учебная программа по ветскому и жесткому языку. И, соответственно, если у вас в классе набирается сейчас 8 человек, вы можете требовать, чтобы у вас был учитель ветского или жесткого языка. Как делают татары вне пределов Татарстана? Они, например, собираются в классы, где вот детей более 8 человек, представителей татарской национальности. Учители могут не предоставить, они учителя приглашают вот из Татарстана, какие-то бизнесмены немножко там могут доплатить к зарплате, или же там жилье как-то предоставить. Или если там северный регион, там зарплаты тоже неплохие. Вот, то есть из Татарстана приглашают учителей татарского языка в регионы. То есть берут за ручку и привозят в свой регион. Именно так и нужно делать, наверное, там, языком детским, жестким, приводить за ручку учителей это пример. Очень важны делать объединения родителей, безусловно. Нужно, вот в Башкортостане очень сейчас мощное движение башкироязычных родителей. Они очень активны в своих требованиях, они написали 16 писем, это тоже сыграло свою огромную роль. В Татарстане у нас тоже сложилось родительское сообщество татароязычное. Если у вас свое родительское сообщество сформируется там относительно удмуртского языка, относительно коми языка и так далее, то давайте объединяться, объединяйтесь в ассоциации родителей за родной язык и требуйте вместе. Это гораздо более эффективно. И вот если татары башкиры сотрудничают еще и с якутскими, и с кабардинскими родителями, объединяйте себя на местах, создавайте сообщество и потом подключайтесь к общему такому родительскому движению. Этническое, ну мы не называем, что это, да, там этническое происхождение, татароязычные родители. То есть, вот, мы не говорим, что родители татары, да, а татароязычные родители. И тоже комитет русскоязычных родителей, да, они не говорят комитет русских родителей, комитет русскоязычных родителей. Эти объединения имеют языковое происхождение. Очень важно заниматься воспитанием образованию родителей, да, это не тоже отдельная проблема, которая может решаться именно в рамках вот таких ассоциаций родительских ассоциаций. И главное, это ведь то, что поощряется в Российской Федерации, создание родительских ассоциаций. Пожалуйста, берите, создавайте и требуйте в рамках российского законодательства. К сожалению, вот эти комитеты русскоязычных родителей, которые смогли в республиках поставить вопрос об ликвидации обязательного преподавания государственных языков, они ведь оказались более активны, они оказались более сведущими. Вот. И сейчас вот, ну, что называется, нам перехватывать инициативу, показывать свое знание закона, требовать, создавать родительское сообщество. Ну, я уже заговариваюсь. Друзья, нужно подводить итог. Еще раз повторюсь, следите за новостями в группе «Нет закона против родных языков». Мы выложим там письма, сейчас там старые письма висят пока. Мы выложим там письма по поводу новой редакции законопроекта Государственной Думы.
туда будут вписаны предложения. Соответственно, вы эти письма можете брать, немножко переиначивать и отправлять в адрес депутата Государственной Думы. Это сейчас очень важно. Также письма в адрес региональных министерств будут сформированы. Вот. Следите, в общем, за новостями. Можете посмотреть мое видео, где, может быть, более четко и в сжатой форме изложена ситуация с предыдущей версией законопроекта Айрат Абдрахманов о родных языках. Если в объекте видите такой популярный ролик относительно этого. Тоже рекомендую посмотреть. Ну и пробежитесь по нашей группе, там очень много разных новостей, мнений. И следите еще за новостями, следите за Тамерланом Камболовым. Это один из лучших специалистов в области языкознания и вот преподавания разных языков. Тамерлан Камболов в Фейсбуке, он пишет, мы иногда новости странички выкладываем. Спасибо. Рахмат Бирзов.